17 августа средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,25 сомони за 1 доллар, курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль, курс сомони к евро составил 10,41 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,25,88 до 10,25 сомони, 1 евро от 10,41,58 до 10,50 сомони, 1 российский рубль от 0,1635 до 0,1660 сомони. Мировые цены на нефть в среду утром несколько растут после вчерашнего падения. Рынки реагируют на данные Американского института нефти о снижении запасов этого сырья в США. Нефть марки Brent составляет $94,06 за баррель, марки WTI $87,3. Цена на золото в среду утром слабо растет в рамках коррекции после снижения в течение последних 2 дней и составляет $1790,85 за тройскую унцию. В Казахстане хотят ввести дифференцированные цены на дизель для транзитного транспорта и на приграничных заправках. Стоимость топлива будет отличаться в зависимости от резидентства, закупаемых объемов и видов транспорта. Такая мера предложена для предотвращения дефицита дизельного топлива в республике, рассказал на заседании правительства министр энергетики Республики Казахстан Булат Акчукулов. С его слов уже разработан проект приказа, согласно которому для граждан Казахстана при наличии водительских удостоверений лимит в день будет составлять 100 литров дизельного топлива по существующей цене около $0,5 за литр. Также для грузового транспорта при наличии водительского удостоверения и документов, то есть техпаспорта на автотранспортное средство, подтверждающее его казахстанскую регистрацию, лимит в сутки будет составлять 300 литров. Остальной группе лиц, а также с вышеуказанных объемов дизельного топлива будут отпускаться по цене $0,9 за литр. Власти Казахстана неоднократно обращали внимание на то, что бензин и дизельное топливо в республике дешевле, чем в соседних странах, в частности в России, из-за чего многие жители приграничных районов и транзитные машины предпочитают заправляться именно в Казахстане. Пограничники посчитали, что ежедневно в страну заезжает около 4500 грузовиков, из которых порядка 70% иностранные. В итоге низкие цены на заправках приводят к росту среднемесячного потребления ориентировочно на 120 тысяч тонн. Из-за сложившейся ситуации ряд регионов Казахстана уже столкнулся с дефицитом топлива. На заправках его либо нет, либо отпускают лимитированно. В апреле-июне 2022 года в соседних с Россией странах число карт в обращении выросло сильнее, чем годом ранее. Выдача ускоряется на фоне ухода Visa и MasterCard из России. Их карты, выпущенные отечественными банками, перестали работать за рубежом. Это приводит к расцвету карточного туризма россиян, констатируют эксперты. Не всем достаточно отечественной системы мира китайский UnionPay, чьи карты дорого обходятся и принимаются далеко не везде, передает РБК. Наибольший прирост по итогам второго квартала зафиксирован Центробанком Кыргызстана. Число карт международных платежных систем за год увеличилось на 39,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,2 миллиона карт. На 1 июля 2021 года число карт в обращении наоборот сократилось на 5,6% в годовом выражении. В статистику включены карты Visa, MasterCard, UnionPay и карты российской системы «Золотая корона». Банки Узбекистана за год увеличили число карт на 26,2% до 29,9 миллионов карт. Местный регулятор статистики не выделяет карты международных платежных систем. По итогам второго квартала 2021 года этот показатель рос всего на 1,9%. В пандемийный же второй квартал 2020 года, когда популярность безналичной оплаты росла во всем мире, он составлял 23,9%. Банком Таджикистана по итогам мая 2022 года выпустили более 4 миллионов карт, это плюс 28% за год. Годом ранее принос составил 21%. Пик карточного туризма пришелся на апрель-май, когда многие банки Казахстана и Узбекистана рекламировали услуги по оперативному открытию счетов нерезидентами. Впрочем, не везде наблюдается такая тенденция, отмечает издание. Наибольший рост количества выданных клиентам банковских карт зафиксирован в Казахстане, это 7,86%.
Второй экономический форум Шанхайской организации сотрудничества проходит 16-17 августа в Ташкенте. В нем принимает участие делегация Таджикистана во главе с первым заместителем министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Ашурбоем Солехзода. С приветствием к участникам форума обратилась заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Джамшид Ходжаев и заместитель генерального секретаря ШОС Ерик Ашимов. В работе форума примут участие руководители госорганов, министерств, отвечающих за внешнеэкономическую деятельность. В рамках этого мероприятия развернет работу ярмарка промышленных инноваций стран ШОС. Экономический форум ШОС призван стать эффективной платформой не только для установления межправительственного диалога, но и для взаимодействия представителей деловых круг, а также привлечения инвесторов в регионе пространства организации.